Почему в Абхазии пытаются скрыть следы грузинского присутствия? Так начинался мой предыдущий ролик, на который ответил один абхазский блогер и даже снял видео с Илорского храма Святого Георгия, о котором я рассказывал. Он попытался доказать, что нанесенная на храме грузинскую лапидарную надпись никто не пытался скрыть или замазать. Да, мне нужно признаться, я действительно ошибся. Ошибся в том, что показал не ту фотографию. Но факт скрытия грузинской лапидарной надписи остается. И сейчас расскажу все. К сожалению, у меня нет возможности, как у этого абхазского блогера, поехать туда и показать все с места события, но есть возможность показать несколько интересных фотоматериалов. Вот вы видите нижний фасад восточной стены Илорского храма до реставрации 2010 года. На нем очень четко видна грузинская надпись. А это фото, которое я показал в предыдущем ролике и которое на самом деле передает состояние надписи на сегодняшний день. Как вы видите, на первой версии, то есть до реставрации, надпись видна очень отчетливо. А вот на сегодняшнем фото видны белые следы краски и попытки шлифовки надписи. Также эти следы краски мы видим на видео абхазского блогера. Как вы сами можете убедиться, надпись и сама плита на сегодняшний день очень сильно пострадали. Очевидно, что их пытались отшлифовать или покрасить. Но время сделало свое, и очертание надписи со временем все равно появилось. Однако уже в таком плохом состоянии, что практически ее невозможно прочесть. Но мы знаем, что на стене написано «Цминдао Георгий Илориса Шейцкале Георгий». «Цминдао Георгий Шейцкалем Тавар епископосы Георгий». Кстати, стоит поблагодарить за видеоэкскурсию по Илорскому храму этого абхазского блогера, так как для грузинского народа особенно важно посмотреть на те архитектурные объекты, которые строили наши предки веками и на которые сейчас, к сожалению, невозможно посмотреть вживую. Грузины, в частности грузинские блогеры, журналисты и обычные паломники не могут себе позволить посещение этого объекта, в отличие от этого абхазского блогера, который находится на территории оккупированной Абхазии. Поэтому стоит сказать ему спасибо. Он, кстати, показал еще несколько следов присутствия грузинских надписей на территории этого грузинского религиозного объекта. И у него даже появилось желание показать внутренние стены храма, но, к сожалению, фото и видеосъемка внутри храма запрещена. Поэтому давайте вернемся к внешнему фасаду храма Святого Георгия в Илории. На нем фиксируется 5 надписей. Все они, конечно же, грузинские, и все находятся на восточной стене храма. Они вырезаны внутри камней. Из них один — это барельеф Святого Георгия, а 4 — это лапидарные надписи. Как вы видите, все они расположены вот таким образом. Вот это та самая надпись, о которой мы говорили недавно, а вот остальные 4 расположены в верхней части стены. К большому сожалению, абхазский блогер их не заснял, и мы не знаем об их состоянии сегодня, но на последних фотографиях восточной стены храма их не обнаруживается. По разным данным, стена была отштукатурена. В 2010 году проведенная реставрация в храме привела к конфликту между грузинской стороной и оккупационным режимом. А причина в следующем. Над изначально бескупольным однонефным строением был воздвигнут купол, характерный для русского церковного зодчества. Перекрашен в белый цвет фасад, оштукатурена восточная стена сооружения, на которой ранее по-грузински были выполнены 4 лапидарных надписи и 1 барельеф Святого Георгия, содержащих сведения из ранней истории Илорской церкви. Арки церкви выкрашены в красный цвет, добавлены нехарактерные для грузинского зодчества рельефные элементы. Во внутреннем пространстве храма стерта и забелена сохранившаяся фресковая роспись. Как бы то ни было, поблагодарим абхазского блогера за проделанную работу и видеоматериал, который он нам предоставил. Надеемся, что в будущем он снимет и другие грузинские архитектурные сооружения, которых в абхазском регионе насчитывается десятки, и которые гордо говорят: Абхазия — это Грузия.